Скажите, пожалуйста, о текущей эпидемиологической ситуации по коронавирусу на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. За прошедшие сутки в Республике Саха-Якутия фиксируется увеличение количества случаев, выявленных новой коронавирусной инфекцией. Зафиксировано по данным Управления Роспотребнадзора 405 случаев заболевания, в том числе 27,2% составляют дети, лица школьного возраста. Из 295 взрослых, непривитых, 289 граждан, это 97%. Необходимо обратить внимание, что течение заболевания у детей, все дети поставлены на учет, течение заболевания у детей происходит в легкой форме, и, соответственно, медицинская помощь оказывается в срок нашими поликлиническими отделениями на территории Республики Саха-Якутия. Необходимо обратить внимание на тот факт, что на настоящий момент основное количество заболевших фиксируется в городе Якутске, и скорость распространения инфекции увеличилась по сравнению с распространением инфекции в предыдущие периоды. Сегодня в наших стационарах получают лечение 642 пациента, в состоянии средней тяжести 588 человек, в тяжелой 49, при этом 97% пациентов являются непривитыми. В отделениях реанимации находится 5 крайне тяжелых больных. В реанимации, речь идет о реанимации в целом по республике. На ежедневном контроле также остаются такие города, как город Якутск, Мегино-Кангаласский, Алданский, Горный, Намский и Усть-Алданский район. Оперативным штабам, оперативные штабы районов мониторят ситуацию постоянно. Первым компонентом в целом по республике привито 541 805 человек, что составляет 75,6% взрослого населения. Необходимо обратить внимание, что в республике продолжается кампания по ревакцинации. По всем исследованиям в системе здравоохранения, Роспотребнадзора, лица, которые непосредственно у нас вакцинированы, которые ревакцинированы, даже в том случае, если они повторно заболевают или заболевают ковидом, то течение происходит значительно легче. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, вы знаете, что с сегодняшнего дня введены правила указом главы Республики Саха-Якутия, по которому вход в торговые центры осуществляется на основании QR-кодов. Необходимо обратить внимание на неукоснительное соблюдение. Соответственно, необходимо также и обратить внимание на то, что как в городе Якутске городские система дополнительного образования, так и республиканская система дополнительного образования на настоящий момент приостановила оказание своих услуг в очной форме, и, соответственно, все кружки и секции на настоящий момент переведены на дистанционную форму обучения. Необходимо также обратить внимание, что с сегодняшнего дня начали работать частные поликлиники, все наши частные медицинские организации по приему бесплатно граждан по экспресс-тестированию для выхода населения в случае, если требуется подобного рода экспресс-тест при выходе на работу, если гражданин приехал или выходит из отпуска. Данное правило на выход именно на определенные объемы для медицинских частных организаций связано с тем, чтобы в поликлиниках развести потоки. Кроме того, с сегодняшнего дня началось экспресс-тестирование всех работающих на сменах в жизнеобеспечивающих предприятиях города. В связи с чем обращаем ваше внимание на необходимость самоконтроля за собственным состоянием здоровья. Медицинские организации работают в режиме повышенной готовности.